Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Теплая зима. В селе Тумул Хангаласского улуса ведется планомерная работа по стопроцентному подключению домов к центральному отоплению. Безопасность прежде всего. В Тампонском районе на 519-м километре федеральной дороги Колыма прошли учения по ликвидации последствий схода снежной лавины. Искусство вечно. В стенах Московской государственной консерватории имени Чайковского открылся второй международный конкурс молодых пианистов имени Жиркова. В Якутии повсеместно проходят рейды по пресечению несанкционированного проезда по ледовым переправам в рамках первого этапа акции «Безопасный лед». Работа ведется сотрудниками ГОЧС, ГИМС и ГИБДД, административной комиссии и подведомственными организациями. Ведутся профилактические беседы, проходит фиксация номеров машин и их марок. Водителей, пересекших реку, несмотря на запреты, ждет административная, а за перевозку пассажиров и уголовная ответственность. Да, на сегодняшний день по закрытой ледовой переправе Хатас-Павловск осуществляют движение только транспортные средства. Таксисты перевозят пассажиров, тем самым подвергают жизнь пассажиров опасности, потому что, как мы можем наблюдать, с правой стороны еще до конца лед не замерз, и вода, открытая местность воды, она парит. В Тампонском районе на 519-м километре федеральной дороги Колыма прошли учения по ликвидации последствий схода снежной лавины. Подробнее об этом в материале наших коллег. Во время учений в целях обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспорта на участке автодороги Колыма в условиях чрезвычайной ситуации в зимний период было закрыто движение автотранспорта. В тренировках приняли участие представители Федерального дорожного агентства, УПРДОР Вилюй, а также администрации Тампонского района, МЧС, госавтоинспекции, службы скорой помощи, дорожных служб. Хочу сказать, что существует большой потенциал здесь представителей для того, чтобы решить проблемы реагирования в части того нахождения реагирующих структур на большом удалении от места проведения ликвидации последствий ЧС. По легенде, во время обильного снегопада сошла снежная лавина объемом 1200 кубометров, из-за чего приостановлено движение транспортных средств на 6 часов. Объездные пути отсутствуют. Для ликвидации последствий был организован оперштаб. В тренировке приняли участие около 30 человек. Задействованы 4 единицы тяжелой техники для расчистки. Ежегодно у нас бывают случаи лавины. Это на автодороге Колыма и на автодороге Яна. И, соответственно, есть некоторые вопросы части капитального решения. Ну и, соответственно, сегодняшнее учение тому подтверждение. Если будут такие ситуации у нас на определенных участках, расстояния, которые у нас имеются по территории Тампонского района, могут усложнить выполнение тех или иных задач. Практические учения позволили отработать взаимодействие всех служб и повысить уровень готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации зимой, что будет способствовать улучшению безопасности на дорогах Тампонского района. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В селе Тумул Хангаласского улуса ведется планомерная работа по стопроцентному подключению домов к центральному отоплению. В этом году теплотрасса достигла дальней улицы Заречной, жители которой на протяжении многих лет поднимали вопрос тепла в домах на отчетах правительства. Работы по увеличению протяженности теплотрассы начались осенью. Материалы были закуплены благодаря программе поддержки местных инициатив, а также за счет бюджета района и наслега, спонсорских средств и взносов населения. Работы по монтажу осуществляет местный филиал ГУП ЖКХ Республики. На сегодня у нас в зимний период здесь зимует в 74 домах. Из них 86% домов подключены к центральному отоплению. И до Нового года еще несколько домов должны подключить, а в следующем году должны добиться 100% подключения.
Более 100 миллионов составляет стоимость новой фермы в Амгино-Алекминском отделении «Кладовая Алекмы». В скором времени работы завершатся. Новая ферма позволит разместить скот без толкотни. С подробностями об этом Елена Фаст. Буренки Амгино-Алекминского отделения «Кладовой Алекмы» скоро справят новоселье. Сейчас в здании ведутся внутренние работы. Генеральным подрядчиком выступает у нас агрохолдинг «Туймада». Субподрядчиком выступает предприятие ООО «Элма», который уже 4-й месяц у нас работает на стройплощадке. И за 4 месяца бригада подрядчика, я так думаю, основную работу выполнила. На сегодняшний день у нас остались работы по подключению вентиляции, теплоснабжения и водоснабжения. Наружные основные работы, я так думаю, основные работы закончены. И после того, как они закончат вот эти виды работ, будем делать пусконаладку и уборка, покраска. Такие работы останутся. Здание типовое, тем не менее, будет значительное отличие. Зал для дойки. Данный проект также подразумевает с собой отдельное помещение под доильный зал, который будет на 24 головы, то есть в отличие от тех скотопомещений, которые на сегодняшний день есть, будет отдельный доильный зал. На сегодняшний день поголовье на Амгино-Алекминской ферме около 500 голов. Работники фермы с нетерпением ждут новоселья. Здесь и сейчас хорошие результаты по молоку. По итогам 10 месяцев по ферме выполнен годовой план. Надоелись 700 тонн, 662 килограмма на сегодняшний день. И получается у нас как бы сейчас коровы уже готовятся к новому отъеву. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Горном районе в связи с высоким показателем ОРВИ среди школьников в 2 общеобразовательных школах объявлен частичный карантин. В этих учебных заведениях 3 класса перешли на дистанционный формат обучения. Не лучший показатель наблюдается и у детей дошкольного возраста. Всего 6 групп из разных садов ушли на карантин, и 2 дошкольных учреждения закрылись полностью. В последнее время в Горном Улусе повысилась заболеваемость по ОРВИ. За неделю зарегистрировано 124 ОРВИ, и из них детей 106. Поступаемость в детское отделение тоже с осложнениями ОРВИ поступает: пневмония, бронхит и ларингит. Сегодня отмечается Международный день ребенка. В честь этого в городе Вилюйске прошел улусный инклюзивный фестиваль «Солнечная улыбка». Его участниками стали более 130 учащихся и студентов из 7 муниципальных образований. В рамках фестиваля были проведены творческие мастер-классы, выставка, конкурс работ с детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами проекта являются администрация Вилюйского улуса, районный центр культурного развития и народного творчества и Вилюйский педагогический колледж. Уже 3-й год проводят инклюзивный фестиваль «Күн мечердері». На этом мероприятии уже 3-й год посещает моя дочь Сивцева Виктория, ей сейчас 15 лет. Цель этого фестиваля, не стесняясь, показывали себя, например. Выходили на сцену, кто читает стихи, кто песни поет, у кого какие таланты, все раскрывают они. На фестивале «Уроки режиссуры» в Москве театр Олонхо показал спектакль по мотивам Олонхо Андрея Титарова, постановки Андрея Борисова. Необычная интерпретация эпоса в этно-рок-стиле с летающими злодеями и мотоциклом на сцене. Как режиссеру удалось взглянуть на Олонхо по-новому и как это новое оценили московские зрители? Подробности у Айсены Бурнашовой. Спектакль «Харда Чиберген» начинается традиционно, как и все Олонхо. На сцене Срединный мир, славный богатырь скачет на верном коне к своей любимой. Как вдруг появляются злодеи Абагы. И если в большинстве Олонхо битва идет за спасение добра и красоты, то здесь герой спасает свою семью. Главный герой спасает свою жену и своих детей. Не во всех Олонхо такой есть. Поэтому Андрей Титаров еще тогда, в те времена, даже предположить не мог, что такой вот его эпос, его Олонхо станет достоянием московского зрителя.
Спектакль в этно-рок стиле. Вот бас-гитара играет на фоне традиционных музыкальных инструментов. И технические решения. Мотоцикл увозит обагы, а злая удаганка взмывает ввысь на целых 2 метра. Ну, конечно, страшно, но, как сказать... Этого требует роль? Да. Зритель внимательно следит за сценой. Спектакль хоть и идет на якутском языке с русскими титрами, но все понятно без слов. Темы любви, счастья, борьбы, добра и зла побуждают к размышлениям каждого. Показ спектакля «Харда Чеберген» состоялся в рамках конкурсной программы фестиваля «Уроки режиссуры». По итогам просмотра всех участников, их всего 16, жюри определит победителей. Ровно в течение сезона мы отбираем спектакли. Ну и критерии, я бы сказала, их 2. Первый – это, конечно, качество спектакля. Это главный и основной критерий. А второй, нам самим хочется, чтобы фестиваль был максимально разнообразен. Объявление и награждение лауреатов фестиваля состоится в декабре. Но зрители, кажется, уже сделали свой выбор. Эти аплодисменты говорят сами за себя. Я очень рада сейчас увидеть всех тут своих земляков. Даже Андрея Борисова сейчас увидела. И очень рада, и мне прям так радостно на душе. Мне кажется, в рамках Биеннале театрального искусства этот показ должен быть одним из самых интересных. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В стенах Московской государственной консерватории имени Чайковского открылся второй международный конкурс молодых пианистов имени Жиркова. Конкурс, посвященный памяти выдающегося композитора, был учрежден при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры и духовного развития Якутии, администрации Вилюйского района, а также ряда других организаций и учреждений, включая Московскую консерваторию и Высшую школу музыки Республики имени Босикова. Рад вас приветствовать и видеть опять в Москве. Мы уже за многие годы нашей дружбы стали настоящими друзьями. Первого композитора Якутии, первого выпускника от консерватории Чайковского, с нашей республики, Марка Николаевича Жиркова. Действительно, это второй международный конкурс. Я очень надеюсь, что это дело хорошее, доброе будет продолжено. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами.